Здоров, неуважаемый. Это циничный комяк с новой порцией охуительных новостей из Республики Коми. Одна история охуительней другой просто, блядь. В Ухте должник-алиментщик от шока показал приставам свой забытый автомобиль. Дело в том, что он так заочковал при виде судебных исполнителей, что пошел за сешками к машине, о местонахождении которой якобы ничего не знал. Сказочный долбоеб. Разумеется, тачку и кое-какие вещи у него конфисковали, ибо не хуй скрываться от алиментов. Интернет должен быть в каждой, даже, может быть, самой удаленной точке нашей страны. Абсолютно так же считает молодежь Щентинского поселка Петруня, обустраивает для этого интернет-беседку. Причина для этого проста. Точка раздачи интернета находится в местном небольшом почтовом отделении, поэтому пользователям попросту приходилось стоять на улице. Теперь все станет удобнее, в беседке можно будет присесть или, например, спрятаться от дождя. Ну а зимой придется обойтись без халявного интернета, потому что... Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Усинский депутат распродал муниципальных коров. Видимо, этот эффективный менеджер пересмотрел мультфильм «Простоквашино» и принял на вооружение мысли кота Матроскина. Как чей? Он наш. А вот и не наш. Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, и теленок государственный. Шарик, помолчи, пожалуйста. Коров государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Он загнал 84 коровы на сумму не менее почти 5,5 лямов. А в муниципалитет, судя по всему, ни копейки не положил, взяв не менее мудрую мысль из Простоквашино. Фиг вам называется. Примечателен тот факт, что поголовье коров в Коми за полгода уменьшилось. А хули ему не уменьшаться, если эффективные менеджеры распродают муниципальных коров как своих собственных. Ставьте лайки и комментарии, репостите видео, подписывайтесь на канал, и вы будете всегда в курсе того, сколько коров спиздил очередной чиновник из Коми. Пока, неуважаемые.